Здравствуйте! Всем доброго времени суток! Я Касымова Жазира Самалбековна, учитель русского языка и литературы средней школы имени Ильяса Жансугорова Аксусского района. Предлагаю вашему вниманию урок в 7 классе на тему «Плюсы и минусы интернета» из раздела «Молодежная культура, интернет и социальные сети». Сегодня на уроке мы будем обмениваться мнениями по предложенной теме, будем формулировать проблемные вопросы по тексту и отвечать на вопросы, приводя аргументы, связывая информацию текста с другими фактами из реальной жизни, а также научимся употреблять слова по тематике. Для начала, для создания психологической атмосферы, чтобы настроить детей на урок, они желают друг другу добрые слова, добрые пожелания. Как обычно, это хорошее настроение, позитивного настроя, удачи, успехов, поддержку друзей, а также похвалы со стороны учителя. Для активизации мыслительной деятельности учеников и чтобы вовлечь всех учащихся в работу, я провожу мозговой шторм. То есть ребята попробуют назвать плюсы и минусы интернета. Попрошу их привести по 3 примера. Плюсы и минусы. В чем же они? Это примерные вопросы, примерные ответы учеников. Это много полезной информации, интересных новостей и интересных приложений. А также это общение с друзьями на расстоянии и скачивание музыки. Основные минусы – это вред здоровью, игровая зависимость, и интернет занимает много времени, недостоверная информация, обман, могут встретиться также мошенники. Чтобы научить детей критически мыслить и умению выделять проблему, я предлагаю ребятам прочитать самостоятельно текст в учебнике «Плюсы и минусы интернета» в течение 5 минут на 271 странице, задание 479. Дальше, чтобы связывать данную информацию с реальной жизнью, предлагается следующее задание. Сформулировать один проблемный вопрос по этому тексту и задать его своим одноклассникам. Дальше предлагается такое задание. Вы сами для чего используете интернет и каких правил вы придерживаетесь при пользовании интернетом? То есть ребята составляют правила. Какие же правила важны при использовании интернета? Это для самостоятельной работы. Здесь, я думаю, каждый ученик выразит свою мысль. И чтобы проверить знания учащихся, а так не то, что проверить, для самооценки, и как они освоили материал урока, проводится тестирование с помощью программы Kahoot. То есть это в игровой форме, задаются вопросы. Это приложение дети скачивают у себя на смартфонах и выполняют следующее задание. Это задание периодически во время уроков в классе они выполнялись, а при дистанционном при обучении этот вид работы очень-очень помогает и очень нравится детям. Примерные вопросы. Первый вопрос. Стиль прочитанного текста. Предлагается 3 варианта ответов. Научный, публицистический и разговорный. Дальше. Второй вопрос. Определите тип текста. Повествование, описание или рассуждение. Следующий вопрос. Социальные сети у человека отбирают что? Живое общение, знания отбирают или книги отбирают. По итогам определяются, дети занимают места, да?
первое место, второе место, третье место и так далее. Очень привлекает эта игра. И после этого дети делают рефлексию, то есть проводят вот в такой форме. Предлагается назвать 3 момента, которые у них получились хорошо в процессе урока, и предложат одно действие, которое улучшит их работу на следующем уроке. Далее ребятам самостоятельно, чтобы выполнить самостоятельно, предлагается следующее учебное задание. Подготовить сообщение на тему «Польза социальных сетей для учебы». Дети по критериям оценивают друг друга именно вот эту работу. Всем спасибо за внимание.